Сейчас наступает время, когда мы, молодежь, должны думать о будущих поколениях. Уже сейчас мы должны осознанно подходить к любым нашим действиям. Учусь я в университете Кю Лёвен в Бельгии. Живу в городе Лёвен, в студенческом городке. Учусь по программе Master of Science of Water Resource Engineering. Сейчас из-за глобальной пандемии на дистанционном обучении прилетела домой, в Астану. Дома учиться очень тяжело, потому что дом для меня это уют, это комфорт, это такой safe place. Это не то место, где я могу сконцентрироваться, поэтому очень тяжело собраться. Но, в общем, это делаем, стараемся, но очень тяжело. Родители у меня родились в Астане, в Акмолинской области, точнее говоря. Сам родился в Астане. Такой коренной астанчанин. Учился с 1 по 6 класс. Учился в 5-й лингвистической гимназии. В 2009 году у нас открылась Назарбаев интеллектуальная школа. Первая по стране. Я поступил туда, а именно в школу с физико-математическим уклоном. Вот шел по математике, по физике. А потом уже к 11 классу, к последним классам я решил, так сказать, немножко переквалифицироваться. Точнее, не то, что решил, я просто понял, что мне с 8 класса, как мы начали изучать химию, мне она всегда нравилась, и понял, что нужно поступать на химию, видимо. Был еще у меня выбор в Назарбаев университете: либо химия, либо химическая инженерия. Конечно же, в 11 классе. В 2014 году вообще не понимал, чем они отличаются. Просто услышал дальше уже от студентов тех времен. Сказали что именно химики больше работают в лабораториях, больше про это все. И выбор пал на школу тогда, получается, школу наук и технологий, на специальность химия. В Назарбаев университет я поступил в 2014 году на программу Foundation в направлении химия, биология. И после окончания программы Foundation я выбрал специальность химия, потому что биология мне как-то, если честно, до сих пор немножко тяжело дается. И не было никакого у меня такого коннекшена, в общем, не произошло. А химия мне всегда нравилась. Мне всегда нравилась идея о том, что что-то создавать самому, открывать какие-то новые вещи, молекулы. Вот это сам концепт реакции, то, что из А и Б получается С, но меня всегда заводило, до сих пор заводит. Поэтому мне всегда очень нравится, до сих пор нравится работать в лабораториях, работать над исследованиями. В Назарбаев университете я работал в нескольких исследовательских группах. Да, тут рядом я как раз проходил свою стажировку в Астана Суарнаса в исследовательской лаборатории. Очень было интересно посмотреть, как это все выглядит изнутри. Потому что кажется, что это что-то такое серьезное и большое, а на самом деле это все тоже похоже на то, что мы делаем в лабораториях, допустим, у нас в лабках во время учебы. То есть те же самые приборы, те же самые реагенты, те же самые инструменты, и навыков хватает. Поэтому мне кажется, что я проявил себя довольно-таки неплохо на той стажировке. В 4 курсе я уже понял, что я хочу заниматься охраной окружающей среды и непосредственно водой. Искал программы подходящие, нашел программу в университете Кю Лёвен в Бельгии. В январе подал. Где-то к февралю, к марту пришло письмо о том, что я прошел. Очень сильно радовался, потому что я подал в несколько университетов, и это был университет в моем списке в первом приоритете, поэтому уже в дальнейшем, после марта, я уже в другие программы не подавал. Вопрос стоял, конечно, об оплате, о гранте. Я подал на стипендию «Балашак», нашу государственную.
по категории самостоятельно поступившим. К августу вышли результаты о том, что я в списке претендентов, точнее уже кандидатов на стипендию, на государственную стипендию «Балашах». Вот, собственно, после подписания договоров в сентябре я поехал оформлять визу и уехал на учебу. То есть у нас лабораторная работа по определению уровня подземных вод. Вот и мы, собственно, пишу репорт. Скоро у меня будут экзамены, они тоже будут проходить онлайн. Я пока вообще без понятия, как это все будет происходить. Я очень надеюсь, что успешно все сдам. Учиться, я бы не сказал, что сложно. Но тема мне интересная, потому что это уже идет более уже специализация. Соответственно, мне больше интересно, потому что я уже еще осознаннее выбирал эту специальность. И не особо сложно. Я бы не сказал, что сложнее даже, чем в Назарбаев университете. Ну, учась в университете, я старался воплощать все свои, наверное, какие-то детские, вообще свои личностные мечты, цели. И поэтому старался участвовать и в различных и концертах, и организовывать и мероприятия. Где-то был спикером, где-то организовывал конференции. Из самых ярких мероприятий это, наверное, Астанабал, потому что это была такая детская мечта поставить какую-то такую большую постановку, работать с 50 людьми, создавать какое-то вот движение, да? Как мне кажется, получилось красиво. Кроме того, был президентом молодежной организации у нас в Астане. И это тоже помогло мне развить свои какие-то навыки и лидерства, и организации мероприятий, работы в команде, что непосредственно помогает мне сейчас, конечно же, тоже. И надеюсь, в будущем в работе тоже будет помогать. Но мне кажется, вот последние несколько лет у меня вот выработалась эта идея о том, что хочется привнести какой-то позитивный вклад в наше общество. Мне кажется, каждый день это делаю, тем, что живу там, добросовестно, честно. Ну и непосредственно хочется вносить вклад в той сфере, в которой буду работать, дальше жить, окружающая среда. Непосредственно обучаться, чтобы мои какие-то действия могли помочь в будущем, то есть находить решения проблемам окружающей среды. Вот, поэтому для меня основная цель – это достижение мира во всем мире посредством охраны окружающей среды. Университет подарил мне столько возможностей осуществить свои какие-то личные цели, какие-то желания, мечты. За это, конечно, я благодарен, за эту возможность, за возможность вот, развития, за возможность обучаться, за возможность понять то, чем я хочу заниматься. В принципе, мне кажется, все это вдохновение, всю эту идею на будущем я получил от университета, от людей в университете. Поэтому непосредственно благодарен вот за это все. Это такой путь на протяжении 5 лет, который помогло мне стать, мне кажется, вот лучшей версией себя, да, которая поможет привнести что-то лучшее в наше общество, в наш Казахстан. Ну, за это такое светлое будущее я и благодарен нашему университету.